В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Правительство РФ продлило меры поддержки для помогающих участникам СВО медработников. Конкретный размер выплат зависит от занимаемой должности работника и суммарно отработанного им времени. Первый дом на проспекте Михаила Николаева ввели в Якутске. Ключи от жилья вручили 123 участникам долевого строительства. Видеть мир без пелены в глазах. В Якутске состоялось обучение врачей-офтальмологов для работы на новом сверхточном лазерном оборудовании. Крещенские купания в Ленске в самом разгаре. Окунались в прорубь даже ночью. Затишье наступило только под утро. Спорт не знает границ. Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья выступают в чемпионате и первенстве республики по легкой атлетике. Правительство России продлило действие мер соцподдержки для медицинских работников, оказывающих помощь участникам спецоперации. Максимальный размер выплат составит 100 тысяч рублей в месяц. Их могут получить руководители медорганизаций, заведующие хирургическими отделениями, хирурги, анестезиологи и реаниматологи, которые участвуют в операциях. Кроме того, на выплаты могут рассчитывать медработники со средним профессиональным образованием, работающие в бригадах скорой помощи, участвующие в проведении судебно-медицинской экспертизы. Конкретный же размер выплат зависит от занимаемой должности и суммарно отработанного времени. Авиалесоохрана планирует провести курсы первоначальной подготовки парашютистов-пожарных для 28 человек. Таким образом, в предстоящий пожароопасный сезон увеличится количество специалистов. В частности, увеличение численности парашютистов-пожарных ждут в Вилюйском, Сангарском, Алекминском, Ленском и Усть-Майском авиаотделениях. Также создадут парашютную группу в Хандыкском авиаотделении, что позволит увеличить оперативность тушения лесных пожаров по всей Якутии. Кроме того, выездное обучение запланировано в поселке Батагай и Чульман. Согласование вылетов на остров Пхукет из Якутска находится на стадии переговоров. На данном маршруте перевозчик предлагает использовать самолет вместимостью 440 кресел, но международный терминал аэропорта Якутск имеет ограничения по количеству обслуживаемых пассажиров в час. Это в первую очередь связано с прохождением таможенного и пограничного контроля. В этой связи аэропорт предлагает авиаперевозчику рассмотреть возможность ограничить продажу авиабилетов до 290 пассажиров. В качестве международного терминала сейчас используется аэровокзал 96-го года постройки. В ближайшие годы запланирована его реконструкция. Состоялось вручение ключей от квартир в первом нововведенном доме на проспекте Николаева, бывшей улице Автодорожной. Данное событие входит в перечень мероприятий по реализации указа Айсена Николаева об увековечении памяти первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева. Подробности в следующем сюжете. 123-квартирный дом на новоиспеченном проспекте встретил своих первых жильцов. Многие из них приобрели квартиры по программе дальневосточной ипотеки. Благодаря ей 59 семей улучшили свои жилищные условия. В прошлом году мы оформили ипотеку дальневосточную. Успели, так сказать, к 35 годам, чему очень несказанно рады. Наконец-то приобрели новое жилье, 50 квадратных метров, очень просторная, светлая квартира. Скоро начнем делать ремонт. Мы эту квартиру купили для своих детей, для будущего поколения. И Михаил Ефимович является человеком, который всегда работал и всегда сетовал за будущее поколение. Мне было, честно, как я сказал, как житель этого автодорожного округа, что улица Автодорожная как бы безымянная получается. Ну, просто автодорожная. Сейчас она будет иметь честь носить имя первого президента. С начала 2023 года было выдано порядка 9 тысяч ипотечных кредитов на 47 миллиардов рублей. Эти деньги, в свою очередь, направляют на строительство новых объектов. Если говорить вообще о вводе жилья по республике, то у нас в этом году ввод жилья составляет 705 тысяч квадратных метров. Это рекордный показатель со времен СССР. Поэтому, если в том числе и 315 по многоквартирному жилью. Новостройка на проспекте Николаева 2/3 положит начало дальнейшему развитию данной части города. В соответствии с мастер-планом и долгосрочным планом комплексного социально-экономического развития города Якутска, здесь планируется строительство нескольких крупных знаковых объектов. У нас планируется в этой части города строительство межвузовского кампуса, нового здания мединститута с виварием, реализация таких крупных объектов. Также в этой части города планируется
строительство кинопавильона полного цикла. Тем самым мы наполним, скажем так, жизнь данной территории большими новыми знаковыми объектами. Это лишь часть из серии мероприятий по увековечиванию памяти первого президента. Так ему будет установлен памятник в Якутске и мемориальный комплекс на его малой родине в селе Актемцы. Но в Хангаласском районе создадут научно-технологический кластер «Ленский край». Будут также изданы несколько книг и снят фильм о жизни Михаила Ефимовича Николаева. Власий Сергеев, Марина Захарова, Григорий Охлопков, Якутск. По инициативе Общественной палаты Якутска сегодня в Большом зале окружной администрации городского округа города Якутск состоялась рабочая встреча. На основании рейдов членов Общественной палаты, поступающих жалоб и предложений по улучшению работы общественного транспорта города Якутска, были рассмотрены разные актуальные вопросы. По теплым остановкам, возобновлению маршрутов номер 1, 8 и 19 и сокращению интервалов движения автобусов. По итогам состоявшегося совещания было решено провести внеочередное заседание окружной администрации 26 января. Власти республики обеспечат в этом году софинансирование муниципальных программ, направленных на поддержку активного долголетия. На эти цели в текущем году предусмотрено 5 миллионов рублей. После утверждения порядка предоставления субсидий объявят конкурс среди муниципальных образований республики. Также в регионе планируется создать центр активного долголетия. На данный момент рассматривается вопрос выкупа подходящего здания. Центр будет открыт для всех желающих. Отмечается, что в республике в ближайшие 5 лет намерены увеличить продолжительность жизни до 78 лет, а к 30 году войти в число регионов, где продолжительность жизни превышает 80 лет. В Якутии выросла заболеваемость гриппом и коронавирусом на 45,5%. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. Эпидпорог пока не превышен. По результатам лабораторного мониторинга преимущественно циркулируют вирусы гриппозной этиологии. На них приходится 46%. Также распространяются вирусы парагриппа, аденовирусы и боковирусы 41%. Среди положительных находок 13% составляет COVID-19. Видеть мир без пелены в глазах. В Якутске состоялось обучение врачей-офтальмологов для работы на новом сверхточном лазерном оборудовании. Благодаря использованию новой сверхточной техники время проведения хирургических мероприятий сократится. Как прошел мастер-класс, смотрите в следующем сюжете. На базе Якутской республиканской офтальмологической больницы прошел мастер-класс по удалению катаракты. Своими навыками и знаниями делилась опытный врач-офтальмохирург из Москвы со стажем в 15 тысяч операций Армине Геворкян. Проводим мастер-класс по катарактальной хирургии. Делимся своим опытом и практической частью, и теоретической частью. Обучаем их, как на рабочем месте поступить, как при осложнениях поступить. Мастер-класс проводим на лучшем оборудовании на сегодняшний день, которое есть. Условия мало где есть. Микроскопы самые последние, то есть там цайсовские, лейка микроскопы и абсолютно очень прекрасное офтальмологическое оборудование. В республике такое обучение проводят впервые, когда практикующим офтальмохирургам не нужно выезжать за пределы родного региона. Тем самым врачи повышают квалификацию, не отходя от рабочего места. Это стало возможным за счет накопленного опыта выездных бригад, а также благодаря наличию необходимых лицензий. Ранее мы направляли специалистов в другие лечебные учреждения за пределы, соответственно, тратилось время, тратилось определенные финансы на перелеты, на обучение. Это было достаточно накладно, потому что врач выпадал из рабочего графика на достаточно долгий период. Сейчас мы договорились с нашими партнерами на то, чтобы обучение проходило здесь на месте. Для чего это в целом нужно? Потому что катаракта – это одно из самых распространенных заболеваний, в том числе у нас в Якутии, среди лиц пожилого возраста. Вы знаете прекрасно, что наша больница на протяжении уже десятков лет организует выездную работу в районах республики, где люди получают эту помощь на месте, соответственно, не уезжая в город Якутск. Мансур Хизриев приехал на мастер-класс из соседней Магаданской области. Его приезд стал возможным благодаря сотрудничеству региональных больниц. Специалист является практикующим офтальмохирургом с 9-летним стажем. Он отметил, что подход к обучению был выбран грамотно и ничем не отличается от столичного. Нас отправляют на обучение, мы учимся новому виду операции, едем обратно и оперируем. Оборудование очень серьезное, сильное. Так что все нравится. К возвращению, потихонечку будем начинать оперировать. Так что не спеша, может, в течение полугода.
Республиканская офтальмологическая больница старается как можно чаще проводить подобные обучающие мероприятия. Ведь постоянно прогрессирующие навыки и умения якутских специалистов в сочетании с имеющимся современным передовым оборудованием служат гарантией предоставления качественной медицинской помощи. Вероника Таюрская, Григорий Хлопков, Якутск. С каждым годом все больше жителей алмазной столицы проходят диспансеризацию. Развитие многих заболеваний проходит постепенно и бессимптомно. Но регулярное обследование и контроль за состоянием здоровья помогают мирнинцам не только выявить, но и предотвратить такие болезни. Проверяют состояние здоровья жителей района в рамках профилактических осмотров и диспансеризации бесплатно по полису ОМС. И с каждым годом жители Мирного делают это все активнее. Как показывает практика, система здравоохранения республики с этим отлично справляется. А диагностировать широкий спектр заболеваний врачам помогает современное оборудование, которым больница оснащена благодаря нацпроекту. В целом у нас где-то обследовано, диспансеризация охвачена где-то порядка 14 тысяч нашего населения. На первом плане, конечно, это заболевания, которые повышаются повышенным кровяным давлением. Это первичная эссенциальная гипертония. На втором, это у нас ишемическая болезнь сердца выявляется. Некоторые случаи есть впервые выявленных онкопатологий. И сахарный диабет, где-то там тоже единичные случаи мы выявили. Северо-Восточный федеральный университет примет более 3000 абитуриентов на бюджетные места в этом году. Как и в прошлом году, поступающие на бакалавриат и специалитет могут выбрать 5 направлений подготовки и специальностей, в магистратуру 3. При этом необходимо обозначить степень приоритетности направления. Для поступления на бакалавриат и специалитет абитуриент может предоставить результаты ЕГЭ с 20 по 24 годы. Прием документов для поступления на программы бакалавриата и специалитета стартует с 20 июня. В Якутске официально стартовало первое основное обучение в школе 21. С момента открытия кампуса прошли 2 отборочных интенсива, в которых приняли участие более 400 человек. По итогам отбора 122 участника начали обучение программированию. В школе учатся по методологии равный равному, то есть самостоятельно, друг с другом. За 3 года обучения они научатся языкам программирования и в последующем востребованную IT-профессию. Выпускников школы 21 также ждет обязательная 3-месячная стажировка в IT-компании. Я являюсь студентом школы 21, а сам по основной специальности я врач-терапевт участковый. Я обучаюсь на 6-м курсе лечебного дела, отделения лечебного дела. И попал я сюда после прохождения интенсива в конце ноября прошлого года. Отбор был очень интересным, очень активным. Надеюсь, что учеба продолжится точно так же, будут мероприятия интересные, различные, и что мы достигнем своих поставленных целей. Да. Всего 27 мест в 17 районах и столице региона для желающих окунуться в ледяную купель организовали в республике. Для контроля и обеспечения безопасности в местах проведения купаний привлечено более 600 человек и около 140 единиц техники. Самые северные купели в Якутии расположены за полярным кругом в Верхоянском районе. Спасатели и водолазы службы спасения республики продолжают обеспечивать безопасность на крещенских купаниях. Они предупреждают желающих окунуться в прорубь о возможных рисках, а также проводят профилактические беседы о безопасном поведении в зимний период. При необходимости спасатели готовы оперативно оказать помощь нуждающимся. Ну а 19 января в Нерюнгринском районе сотни людей отметили праздник Крещения купанием в проруби. Купель оборудовали в традиционном месте, в старом городе, в районе моста через реку Чульман. Наши нерюнгринские коллеги побывали на месте проведения массовых купаний. Незадолго до полуночи прошло освещение крещенской купели на реке Чульман. Особые меры предприняли для безопасности жителей. Были установлены ограждения, теплые палатки для обогрева и переодевания, подключено освещение. За порядком следили сотрудники полиции совместно с казаками, инспекторы ГИМС, спасатели, дежурили бригады скорой помощи и сотрудники МЧС. После прошлого года, когда было минус 58 на проруби, конечно, мы все ошибки учли, все моменты, подготовились очень серьезно. Заранее прорубили прорубь,
заказали специальные машины, поэтому у нас, в принципе, подготовка прошла такая очень успешная, очень серьезная. Сегодня достаточно неплохая, теплая погода, сегодня минус 40 градусов здесь у нас на Купели, поэтому мы радуемся, ждем православных верующих искупаться, помолиться, потому что крещенское купание заключается в том, чтобы не просто окунуться в прорубь, а именно в молитве, искупление грехов. Вместе с богатырями и мужчинами в студеную воду окунались и девушки, и даже дети. Тем не менее, некоторые не решились на этот шаг и предпочли остаться в роли наблюдателей. Их сложно осуждать. Чтобы раздеться до нижнего белья в такую пору, надо обладать завидной выдержкой. Температура воздуха в крещенскую ночь опустилась ниже минус 35 градусов. Но те, кто решился на этот подвиг, не жалеют об этом. Сегодня был мой первый раз. Я настраивалась очень долго, я очень хотела. Были отговорки, были страхи, но все равно я решилась, я пришла. Ощущения на самом деле необычные. То есть ты погружаешься в холодную воду, вокруг тебя лед. Вроде как должно быть холодно, но ощущения холода вообще нет. То есть как будто тебя выволакивает что-то такое, как будто и народное, и не теплое, и не холодное. И ощущения на самом деле очень приятные. И я планирую продолжать это каждый год. Это вообще волшебство, потому что я первый раз купалась, это вообще такое счастье. Просто. В Якутии первый раз, а так, Да. конечно, в Москве, в Краснодаре везде купался. Это такая легкость сразу. И хорошо, очень Сейчас хорошо. уже не жарко и хорошо. Не уже жарко, ну и не холодно. холодно, да, вообще отлично, супер. Вообще, я не пожалела. Купание в проруби не церковный обряд, а именно народная традиция празднования. А что касается запретов, то в этот день, как и в любой другой православный праздник, нельзя ругаться, ссориться, желать людям зла. Также лучше отложить на другое время уборку или стирку, потому что в крещение вся вода считается освященной. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Ну а в Ленске крещенские купания в самом разгаре. Со вчерашнего вечера, как только была освещена купель, началась активность населения. Окунались в прорубь даже ночью. Затишье наступило только под утро. День сегодня выдался морозный. На улице минус 40 с ветром. Но верующих христиан это не останавливает. Десятки людей пришли, чтобы отметить праздник Крещения Господня купанием в проруби. Обряд это экстремальный, поэтому каждый год он проходит весело и бодро. Кристине Фроловой 24 года, но стаж купания в проруби у нее довольно большой. Сегодня девушка пришла с родителями и мужем. Но искупалась только она и ее мама. Мужчины не решились. Ощущения, признаются крестьянах, непередаваемые. Холодно, а так нормально. Бодрит прям хорошо. Скажи, как вообще вот впечатление, ощущения после? Приятные. Ну, это надо решиться, и все, а потом все хорошо. В палатке, где установлена купель, довольно тепло. 25 градусов. В верхней одежде даже жарко. Работают 2 тепловые пушки. Ленчане после купания даже не торопятся одеваться. Ну, классно. Ну, жарко. Прям вот жарко. Такие иголочки, как будто много-много тыкает иголочек. Очень приятно. Ощущения очень приятные. Здесь на месте дежурят сотрудники ГИМС. Они следят за безопасностью купающихся и помогают им в случае необходимости зайти и выйти из купели, а также придерживают женщин при погружении в нее. Крещенские купания проходят очень активно. За несколько часов окунулись в прорубь более 800 человек. Ожидается наплыв населения к вечеру, когда будет завершен рабочий день. В прошлом году была активность более женщин, чем мужчины. Сейчас наоборот, мужчин больше стало. Дети купаются? Да. Даже с маленькими детьми приучают. На руках держа, заходят в купель, окунаются, выходят. Дети довольны, все хорошо. Тут же рядом с палаткой оборудована прорубь, где можно набрать воды. Здесь, кстати, со вчерашнего вечера образуется постоянно очередь. Крещенские купания продолжаются. Продлятся они до 24 часов. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. В поселке Витим Ленского района идет строительство нового храма, который получит название Спасо-Преображенского. Открытие освящения запланировано на май этого года. Сегодня строители занимаются внутренней отделкой, уже установлены купола и православные кресты. Строительство идет по благословению архиепископа Якутского и Ленского Романа. Отмечается, что на месте нового храма в прошлом стояла Спасская церковь, первое упоминание которой известно с 1774 года. И вот спустя 250 лет православные верующие с нетерпением ждут открытия нового храма. Местные жители уверены, что он станет украшением поселка. Главный труженик Андрей Ильич. В Национальном художественном музее состоялась пресс-конференция открытия передвижной выставки «Зураб Церетели. Ода жизни». Выставка посвящена 90-летию со дня рождения президента Российской академии художеств.
народного художника Российской Федерации, героя социалистического труда и полного кавалера ордена за заслуги перед Отечеством Зураба Константиновича Церетели. На выставке представлено более 70 графических листов, где каждому зрителю будет неизменно видеться нечто свое. Картины мастера обладают ярким характером, совмещая в себе разные стили и направления. Важную роль в работе Зураба Церетели играют традиции, народная культура и смех. Выставка работает для всех посетителей с 20 января по 10 марта в основном здании музея. Я очень рад, что в Якутск добралась графика Зураба Константиновича Церетели. Главная мысль была в том, чтобы показать то, что является фундаментом для любого художника. Мы показывали ее в Улан-Баторе, в Улан-Удэ, во многих других городах. К каждой работе нужно подходить как к новелле. Это рассказ. Зураб Константинович очень хороший рассказчик. Он замечательно вспоминает все, как он учился, как в Грузии, в академии, как он встречался с разными людьми. Якутские спортсмены выиграли 3 серебряные и 1 бронзовую медали на чемпионате России по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Орле. Так, в личном зачете мужчин-стрелков из блочного лука 3-е место занял мастер спорта международного класса Виктор Скрыбыкин. Среди женщин серебро завоевала заслуженный мастер спорта России Степанида Артахинова. Также в командном зачете по стрельбе из блочного лука серебро у женской сборной республики в составе Валентины Павловой и Степаниды Артахиновой. Таким образом, на данный момент по итогам чемпионата России в копилке нашей сборной серебряная и бронзовая медали в личном зачете и 2 серебряных в командном. Спорт для всех. В столице региона прошли чемпионаты первенства республики по легкой атлетике среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Борьба за лавры первенства проходила в 3 дисциплинах. На соревнованиях побывала наша съемочная группа. Внимание! Программа соревнований включала в себя забеги на 60, 200, 400 и 800 метров, а также толкание ядра и прыжки в длину. Соревнования собрали в триумфе 143 спортсмена из 15 районов Якутии. Отметим, что данный старт проводился в зачет спартакиады «Спортивные якутяне». Среди участников были как и те, у кого главные победы еще впереди, так и те, кто уже имеет богатый послужной список. Моя любимая дисциплина – прыжки в длину. Я занимаюсь сам легкой атлетикой 10 лет. Прыжками я начал заниматься где-то в 3 классе, 7 лет уже занимаюсь прыжками. Любимый вид, там у меня рекорд, чемпион России по этому же виду. Люблю прыжки. Думаю, буду всю жизнь этим заниматься. Впервые чемпионаты первенства среди лиц ОВЗ на территории республики состоялись в 2014 году. Тогда на старт заявилось порядка 30 человек. В последние годы эти соревнования стабильно собирают более 140 участников. Увеличение количества участников – это результат планомерной работы по развитию адаптивного спорта в нашем регионе. В этом году у нас прибавились новые функциональные классы в спорте лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Также у нас в зачет первенства республики идет спартакиада «Спортивные якутяне». Это тоже очень большой шаг для развития адаптивного спорта в целом, так как уже районы у нас уже заинтересованы в поиске молодых, юных спортсменов. В настоящее время в Якутии общее число людей с ограниченными возможностями составляет порядка 56 тысяч человек. Из них более 25% систематически занимаются спортом. Что касается участников этого старта, то спортсмены с наилучшими показателями будут включены в состав сборной республики для участия в Кубке России, который пройдет в Новочебоксарске. Даяна Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. На этом у нас все. Мы продолжим следить за событиями. Оставайтесь на нашем канале.